Часто задается вопрос такого рода, как «где мне узнать?», «у кого мне узнать?», что у меня в организме есть того, что мне иметь не надо. Вот. Конечно, можно идти и в диагностические центры, и можно сдавать всевозможные анализы, но очень интересные моменты возникают. Если человек заполучил какую-то острую инфекцию или у него возникло острое заражение гельминтами, в таком случае он может отреагировать наличием антител. Могут быть найдены какие-то в анализах фрагменты жизнедеятельности, это все может быть, но не факт. Чаще всего этого не находят, и люди ходят от доктора к доктору. Наиболее исчерпывающий ответ может дать методика вегетативно-резонансного тестирования, которая сейчас все больше и больше завоевывает популярность. Очень многие доктора ей пользуются, и эффективность ее где-то около 98%. То есть вы можете сдавать всевозможные анализы, вот, причем совпадение там должно быть обязательно, чтобы 3 подряд было анализа или там с каким-то интервалом совершенно одинаковые, и тогда можно говорить о определенной степени вероятности. И еще хочется сказать о отсутствии тестов на очень большое количество гельминтов и инфекций. Их просто нет. И обратила внимание еще на такой факт. Иногда у человека ищут патологию где-то, она немножко не там. То есть корректность использования методики выявления каких-то гельминтов или других паразитов, она бывает не соответствует той картине, которая у человека есть. Вот. У него, например, те же самые хламидии в сердце или в почке. Ищут в мозгах, там их может не быть просто по определению. И еще, скажем, мы часто находим такие вещи, что человек пришел с чистой кровью, там хорошо у него все. Мы выявляем там и хламидии, бывает, уреоплазму, и других возбудителей, и токсоплазму. В том случае бывает, когда человек не реагирует просто на то, что у него есть. То есть иммунная система у него не дает ответа, она совершенно спокойно мирится с наличием этих возбудителей. Человек просто болеет. Вот, а иммунитет не реагирует. В таком случае, конечно, прогноз еще хуже, потому что человек не знает, от чего ему лечиться. Поэтому вегетативно-резонансное тестирование, оно, пожалуй, наиболее приемлемый метод, наиболее точный и безболезненный, надо сказать, и дешевый этот метод.